Видите ли, природа жизни такова, что, пожалуйста, присаживайтесь. Если вы выйдете в сад и попытаетесь поймать муравья, университетского муравья, который родился здесь, вырос здесь и, вероятно, останется здесь, обычного муравья. Если вы захотите поймать его, разве он скажет: «Ладно, моя жизнь не важна, можешь раздавить меня»? Разве он сделает так? Он сделает все, чтобы защитить себя. Он ценит свою жизнь, не так ли? Очень ценит свою жизнь. Крошечное маленькое существо, которое мы можем даже не заметить. Мы можем наступить на него, даже не заметив этого. Но он очень ценит свою жизнь. Так или нет? У него есть искра. Но вы человек. По крайней мере, на этой планете вы вершина эволюции, хотя бы физиологически. Да, другие поведенческие аспекты вызывают сомнения. Но то, что касается физиологии, это самое развитое существо на планете. Самое развитое существо на планете означает, что у него самая сложная неврологическая система и высокий уровень мозговой активности. Это означает, что вы можете думать, вы можете помнить, у вас есть память. У вас есть яркое чувство памяти и отличное чувство воображения. У муравья нет такого яркого чувства памяти и такого хорошего воображения. Что-то подобное у него есть. Но его ум осознает только ту жизнь, которой он живет. Система образования, по которой мы обучаемся с детского сада, такова, что рассказывает обо всем, кроме нас самих. Обо всем остальном она рассказывает. У кого-то докторская степень по туризму, у другого по биотехнологиям, у третьего по философии. Но ничего об этом. Как это функционирует, почему-то не рассказывают. Человек функционирует. У вас здесь есть храм Кала-Бхайрава. Это означает, что человек существует в 3 временных измерениях. Он живет благодаря богатству своей памяти. То, насколько богата ваша память, определяет, что вы сейчас будете делать и чего не будете делать. Не так ли? Так что память важна. Не менее важен текущий опыт. А для будущего важно, насколько живо ваше воображение. Прямо сейчас проблема в том, что все эти понятия смешались. Потому что этому просто не обучают. Наших детей не обучают ничему такому. Если говорить о дисциплине, то люди думают, что это означает ходить по-идиотски, вот так. Факультета дисциплины там нет. Из-за этого ваш собственный ум обращается против вас. Что-то случилось 10 лет назад, а вы все еще страдаете. Так ведь? Что-то может случиться послезавтра, а вы уже страдаете. Потому что нет факультета дисциплины. Вы не знаете, как использовать свою память, как использовать воображение. Память заставляет вас страдать. Точно так же воображение. И вы думаете, что страдаете от жизни. Вы страдаете не от жизни, а страдаете только от 2 величайших способностей человека. Яркого чувства памяти и фантастического чувства воображения. Разве не так? Если вы страдаете от величайших способностей, которые у вас есть, что делать с вами? Если вы страдаете от болезни, это понятно. Если вы страдаете инвалидностью, это понятно. Но если вы страдаете от способностей, это безнадежно. Да или нет? Вы страдаете от своих способностей. Если вы страдаете от инвалидности, это нормально, но вы страдаете от своих возможностей. Я должен сказать вам, около 4-5 месяцев назад, возможно, вы видели это в новостях, 34-летняя молодая женщина, телеведущая из Хайдарабада, выпрыгнула из окна 5-го этажа. Она ушла и оставила записку: «Прошу никого не винить в этом, мой мозг – мой враг».
Сколько миллионов лет потребовалось, чтобы этот мозг стал такого размера? И теперь он становится вашим врагом. Она сформулировала это, но это верно почти для 90% людей. Они страдают от своего интеллекта, не так ли? Если вы заберете у них половину мозга, если вы уберете половину их мозга, они будут спокойны. Да. И именно поэтому целая куча идиотов твердит, что конечная цель жизни – это покой их ума. Такие люди только упокоятся с миром. Теперь о вас, молодой человек. Университетская жизнь, если кто-то не будет вас все время подталкивать, может стать слишком легкой. Даже я помню, что когда я учился, основную часть времени мы проводили в столовой или в саду. Это была самая легкая часть моей жизни. Я думаю, что это никому не понравится. Но я думаю, что проводимое в университете время надо сократить. Если только вы не делаете там что-то уникальное, всех остальных нужно отпустить через 3-4 года. И если вы делаете что-то сосредоточенно и интенсивно, вы должны остаться. Но в противном случае, я говорю это всем вам, молодые люди, делайте все, что вы захотите в жизни, но вы должны быть сосредоточены на чем-то. Если вы ни во что не инвестируете, ваша жизнь пропадет впустую, поскольку, как я сказал вам в самом начале, одним из основных компонентов вашей жизни является время, и оно просто уходит. Вы уже потеряли 2 часа времени с тех пор, как пришли сюда. Да или нет? На 2 часа ближе к Маникарнике. Да или нет? Да, вы не бессмертные. Ваше время очень ограничено. Я спрашиваю, ценна ли для вас ваша жизнь? Тогда вы должны решить, куда вы хотите вложить эту жизнь, если она ценна. Если это не важно, выбросьте ее. Но если она имеет ценность, вложите ее во что-то стоящее. Так что, если вы вложите ее во что-то стоящее, будет не просто искра, вы будете пылать все время.